Уважаемые друзья, сегодня свой 70-летний юбилей празднует выдающийся советский, казахстанский и якутский борец вольного стиля Александр Николаевич Иванов, который в составе сборной СССР принимал участие на Олимпийских играх 1976 года в городе Монреале, где в упорном противостоянии уступил выдающемуся японскому борцу Ютака Такеди. Александр Николаевич является ярчайшим представителем якутской школы борьбы, которая явила миру таких ярких борцов, как олимпийские чемпионы Роман Дмитриев, Павел Денигин, Василий Гоголев, Герман и Александр Кантоев, Виктор Лебедев, призер чемпионата мира Леонид Спиридонов, который по стопам Александра Николаевича защищал честь сборной команды Казахстана на различных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах Азии, чемпионатах мира и Олимпийских игр. На сегодняшний день в Республике Якутия-Саха уделяется огромное внимание развитию вольной борьбы. Сам глава республики Айсен Сергеевич Николаев возглавляет Федерацию борьбы Якутия-Саха. Это говорит о том большом значении, которое придается развитию этому спорту. Я думаю, недалек тот день, когда представители Якутии-Саха будут стоять на высшей ступени пьедестала почета на чемпионатах мира и Олимпийских игр. Александр Николаевич, от себя лично, от казахстанских борцов-вольников поздравляю вас с замечательной датой. Желаю вам крепкого здоровья, духовных и физических сил, долгих лет вам жизни. 10 января у нашего ветерана, серебряного призера Олимпийских игр Александра Иванова 70-летие. Поздравляю вас с днем рождения, желаю счастья и здоровья, желаю всего наилучшего. Уважаемый Александр Николаевич, от имени сборной Казахстана по вольной борьбе поздравляем вас с днем рождения. Вы пример для многих молодых борцов. В этот знаменательный день хотим пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Балалар, мынау 70 жылы якутскіден көп балуандар Қазақстанға келді. Соның ішінде Александр Иванов деген біздің балуан болды. Якут Қазақстанның атынан күресті. Совет үкіметінің чемпионы болды. Әлем чемпионатында жүлдегер болды. Олимпиадада 1976 жылы Олимпиадада қола жүлдегер алды. Күміс жүлдегер болды, екінші орын алды Олимпиадада. Сол 10-шы, сол адам, сол ағайларым 10-шы январь күні мына 70 жасқа келеді екен. Соған мына біздің Талдықорғанның балуандарының атынан, Қазақстанның балуандарының атынан 70 жылдығымен құттықтап, жаңағы соған бір сәлемдеме жіберейік деп Талдықорғанның атынан. Ал, Саша, поздравляем тебя с днем рождения, юбилеем. Вот здесь сидят твои продолжатели борьбы. Ты же приехал в 70-м году. Казахстан стал олимпийским призером первым. Поздравляем. Давайте, ребята, поздравляем. Ассаламу алейкум, Саха елі. Казахстаннан сіздерге үлкен сәлем. Уважаемый Александр Николаевич, поздравляем вас от души с вашим юбилеем. Имя Александра Иванова известно всему борцовскому миру. Сашина борьба была неординарной, красивой, виртуозной, зрелищной. Он обладал природным чутьем. По характеру был мягкий, но на ковре он становился львом-тигром. И это поистине Александр Иванов является алмазным самородком большой красивой якутской земли. И в этот прекрасный, радостный для вас, для вашей семьи с Варей, я от души поздравляю вас. Желаю вам человеческого счастья, здоровья вам с Варей, детям больших побед, больших высот, внукам удачи. Пусть род Ивановых надолго продолжится, появятся новые Александры.
Александр Николаевич, аман бол. Казахстаннан, палуандарынан сізге сәлем. Большой привет от ваших старших братьев Амангельды Рашадовича Габсатарова, Аманжола Кумбулатовича Бугубаева, от Геннадия Владимировича Трунина. До встречи, ждем вас. Всем нашим друзьям салам. С поздравлением, Нургали. Саня, привет. С юбилеем тебя поздравляю. Вот тебе уже 70. Кто бы мог сказать. Недавно вроде все было, как мы с тобой тренировались, как отдыхали. Желаю тебе всего самого хорошего. Самое главное, здоровья. Чтобы ты хотя бы лет до 100 прожил. Но у вас там это холодно, замороженные вы, так что ты должен прожить минимум 100. Варваре привет. Всем хорошего здоровья, сильного здоровья. Все, пока.